Это самый центр Казани. На Карла Маркса в здании КНИТУ КАИ расположился 42-й избирательный участок. В 11 дня сюда вместе с супругой Гульсиной пришел Рустам Минниханов. Именно здесь каждые выборы чета Миннихановых отдают свой голос. В это время в зале многолюдно голосует и молодежь, и старшее поколение. Миннихановы получают бюллетени, затем отправляются в кабинку для голосования. Это занимает буквально несколько секунд. Бюллетени в урны Рустама и Гульсина Миннихановы опускают вместе. Как и положено в день выборов, проголосовавшим выдают специальные браслеты. Миннихановы их тоже получили. Алексей Песошин отдал свой голос на 240-м избирательном участке. Он расположен в 143-й школе. Премьер воспользовался автоматизированным комплексом обработки бюллетеней. Спасибо. Глава татарстанского парламента сегодня тоже проголосовал вместе с супругой. Каждые выборы Фарид и Луиза Мухаммедшины приходят на 43-й избирательный участок на базе 116-го лицея. Чтобы сформировался хороший парламент. Достойные люди, чтобы пришли. Аллах Акбар. Как отметил Фарид Мухаммедшин, ходить на выборы вместе – это добрая семейная традиция. Так делали его родители и родители супруги. Они понимали свой гражданский долг и личную ответственность. Вместе с женой с удовольствием приехали на избирательный участок. Мы понимаем, что выборы депутатов – это серьезная ответственность. Кто пришел, тот скажет: я в этом человеке уверен. Надеюсь, он проведет правильную политику, организует и мою личную жизнь, и жизнь большой республики. Здесь же Фарид Мухаммедшин пообщался с избирателями и наблюдателями от разных политических партий. Минтимер Шаймиев традиционно проголосовал на участке 1747 в Боровом Матюшино. Здесь его встречал руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Оба были в приподнятом настроении. Минтимер Шарипович даже спел известную татарскую народную песню «Алмагашларам». Потом Минтимер Шаймиев отправился за бюллетенями, отдал свой голос. После отметил: задача перед депутатами одна. Раз народ доверяет, должны служить избирателям. Служить народу – это у них и сегодня, и вчера, и завтра. На этом же участке проголосовал руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Свой голос на 55-м участке в КНИТУ КХТИ отдал заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Он пришел с супругой Миляушой. Сначала они проголосовали, потом он вышел к журналистам и отметил: чем выше гражданская активность населения, тем больше причастности к судьбе республики. Сегодня страна переживает по-настоящему судьбоносный период. И мы максимально должны доказывать всему миру, что мы, как большая единая семья, мы живем этой страной. Мы живем судьбой этой страны. Из-за плотного графика вице-премьер Лейла Фазлеева проголосовала на одном участке, а сын на другом. Хотя, как призналась она, на выборы традиционно всегда ходят вместе. Тот тезис, который здесь есть, всей семьей на выборы, для меня крайне важен. Мы можем прийти на избирательный участок и, как я уже всегда говорю, сказать и заявить о своем голосе. Депутат Госсовета Ильшат Аминов голосовал на 43-м участке. Рассказал, еще ребенком приходил сюда на выборы вместе с родителями. Мы сегодня выбираем не просто новый состав Госсовета, мы выбираем стратегию развития республики на будущее. Мы выбираем стратегию сильного региона, который славится тем, что он впереди всей страны. На этом же участке проголосовал глава татарстанского следкома Валерий Липский. А это уже набережные Челны. Сюда, на участок в 46-й школе, пришел глава КамАЗа Сергей Когогин. Говорит, голосовал за развитие предприятий и реализацию социальных проектов. Это касается каждого жителя Челнов, вообще нашей республики. Конечно, очень важно, какие люди будут в парламенте, чем они будут заниматься. Гражданский долг вы выполнили. Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на 340-м избирательном участке в Казанском институте культуры. Призвал горожан голосовать и семьями присоединиться к празднику Учаши. Важное событие в жизни, в политической жизни нашей республики, поскольку наши народные избранники отстаивают наши права и на протяжении следующих 5 лет будут заниматься законотворчеством. Это очень важно, потому что позиции избирателей Казани будут реализованы в том, каких мы депутатов выберем. Сегодня в парламент избираются 100 депутатов, 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.